Так, ассалам алейкум. Приветствую всех. В эфире ли я? Скажите, пожалуйста. Europäische Milchprodukte von der Natur hergestellt, von Handwerkern perfektioniert. Так, Сагушуй. Так, ассалам алейкум. Так. Так. Салам, так. В эфире, все отлично. Ассалам алейкум. Приветствую всех, дорогие друзья. И снова я с вами, канал Реалити. Сегодня 2 декабря 2019 года. Всех приветствую. Так, ассалам алейкум, Машуд, Аслан, говорит, Маждада, ва алейкум салам, Маждад. Так. Сейчас мы тут... Извините, что опоздал на несколько секунд. Так, ассалам алейкум, брат, ва алейкум салам, сенатор Аслан, привет, Максик, привет, Владимир Мостовой, привет, Хамзат, как найти ЧРИ, Хамзат, Маждада, ассалам алейкум, ва алейкум салам. Так, давайте сейчас перейдем, сейчас. Так, Эльтар Ибн Али, доброго вечера, Вайнахи, доброго ваши осели братья. Приветствую, брат, доброго вечера тебе. Дух свободы, Кинг-Конг, салам алейкум, Маршал, ва алейкум ассалам. Привет, Аслан, как ты, Тор, говорит, приветствую, Тор, я супер, как обычно, между прочим. Ночь из Германии. Ассаламу алейкум, Аслан. Цахатер дал Мегардаря насчет Бельгии. Мегарду, ва алейкум салам. Ну давайте сейчас по порядку все. Так, ва алейкум салам, говорит Джахар Дудаев. Ассаламу алейкум. Лунный свет. Идеал. Так, Кавказус, Албания, Виктор Полоков. Всем ва алейкум салам. Такс. Берг Цечо. Ассаламу алейкум, ассалам, Маш Могуш Цагуш Дух Ханёлит. Приходится каждый вечер перед сном включать твой последний эфир и пересматривать, чтобы мысленно сократить время, кажущееся длинным. Дерезвоном Борг Цечо. Так, Миша Мансуров из Харькова, привет, Миша. Так, приветствую всех, салам, великолепный Аслан, говорит Елена Орлова, привет, великолепная Елена. Так, слава Ичкерии, слава Украине, Геннадий Кравченко, героям слава, Евгений. Ну и вам здравствуйте, говорит Кость Джен. Так, короче говоря, приветствие. Амин Аунахуир, говорит, Чечня не Россия. Машова, Чечня не Россия. Джагар Дудай, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, Львов Микола, витаю. Львов Микола, витаю. Так, Николай, салам алейкум, Аслан, салам алейкум всем свободным людям, привет из Беларуси. Ва алейкум салам, Николай, приветствую Беларусь и приветствую всех свободных людей. Как в Беларуси, так и во всем мире. И хорошо, что мы есть, а то бы эти рабы бы вообще оборзели бы. Так, Чино, салам алейкум. Так, Аслан, скажи, что ты просто человек со своим минусом и плюсом, чтобы не делали тебя кумиры. Это я в твою же пользу. Как найти... Мне даже неудобно на это говорить. Я самый худший из тех, кто меня смотрит. Я самый в крайнем ряду стою из тех, кто смотрит. О каком кумирстве здесь может быть речь? Так, Асан Исраил, ассаламу алейкум, Аслан и новое поколение. Ва алейкум салам, Асан. Так, Делрес Хормон, так, Ичкерия Лайф, так, как у тебя дела, говорит, Кавказиан, Албания, Лев, давно не был у тебя на канале, все отлично, спасибо, Кавказиан, Албания, заходи почаще, будет интересно, у нас тут весело,
Так, Ахмад, ассаламу алейкум, что это было Ингушетия? Говорят, что там были чеченцы, это правда? Ингушетии и были, и есть чеченцы. Там много проживает чеченцев в Ингушетии. Ассаламу алейкум, доброй ночи. Ва алейкум салам, сенатор Аслан. Это правда, что в мире самая высокая пенсия это в Беларуси? Я так не думаю. К сожалению, это не так. Владимир Мостовой, пару слов скажи по поводу Беларуси. Там Путин с Лукашенко договорились о общем парламенте. Ага. Ну, сращиваются, Владимир, они сращиваются. Да, давайте поговорим и об этом. Что сказать? У Путина много-много вариантов, чтобы сохраниться сейчас у власти. Да? Исходим из того, что у террориста и преступника, массового убийцы и военного преступника Владимира Путина, захватившего незаконно власть в России и называющего себя президентом, а некоторые его граждане или его подданные называют его царем, этот человек изначально должен остаться у власти. Это первая задача номер один. Вся эта задача, вся остальная вот эта структура подчинена тому, чтобы сохранить власть, узурпацию власти, продолжить. Для того, чтобы этого не произошло, чтобы его не отстранили от власти, и он не лишился этой власти, он будет придумать все, что угодно. Начнет новую войну, как он это сделал в Украине, там, начнет бомбить Сирию, начнет взрывать своих же граждан в своей же стране, своих же русских, чтобы начать войну в Чечне и весь этот русский народ отправить на войну против чеченцев, а тем самым подняться в глаза и стать президентом, то есть захватить власть. Для того, чтобы после того, как они захватили власть, это не один Путин, это коллективный Путин, это система целая, в которую ходят миллионы, без преувеличения, миллионы людей, в том числе агентура, вот эта завербованная агентура. Эти люди будут всячески пытаться сохранить свою власть. И есть разные варианты. Вернуться в совок, да, вот вернуть там, сделать наподобие сейчас Россию, об этом Евгений Федоров, депутат Государственной Думы, есть такой один деятель, который очень много об этом говорит. Ему нужно, они хотели сделать президента над президентом, сделать такую или должность, или что этот человек вот, ну, такой неприкасаемый, как аятоллы в Иране. Вот такого плана построить. Или как генеральные секретари там при политбюро, да, вот эти старцы, которые уже состарились и там им везде мерещится, что их скоро будут ликвидировать. Вот эти старцы хотят дожить старость. Их можно понять. У них миллиардные состояния, они самые богатые люди. Им принадлежит целая страна, им принадлежит народ послушный и безвольный, спецслужбы, которые контролируют этот народ, за то, что они могут кормиться с этого народа, что они могут обдирать этот народ, убивать, используя, кстати, опять же, свои садистские наклонности. И вот вся система построена на этом. И был один из этих вариантов. Второй вариант – рокировка, да, как это мы уже видели, когда они с Медведевым менялись. Это тоже вариант был, и этот вариант был очень сомнительный. Я читал как-то переписку, где Обама рассказывает о том, что он звонил Медведеву, по-моему, когда эта война в Грузии была, что ли, или по какому-то другому поводу, и задавал какие-то вопросы, на которые Медведев не мог ответить сразу, да, или точно там дать какую-то позицию по данному вопросу. И потом звонили Путину и тоже разговаривали. И Путин говорил всячески, везде подчеркивал, что это решаю не я, а Дмитрий Анатольевич, то есть президент Медведев, решает. Хотя мы все прекрасно знаем, да, что решал на тот период единогласно, ну, может, не единогласно, между Патрушевым и другими этими бандюганами, вместе решал Путин, вот этот политбюро решал. Медведев там никто, ноль Медведев. Я рассказывал про Дмитрия Медведева, который по кляузе которого меня отчислили из университета, Санкт-Петербургского государственного университета, из-за того, что я отказался сотрудничать с ФСБ.
И я с тех пор знаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев, нынешний премьер-министр России, является агентом ФСБ. Потому что он после многократных попыток меня завербовать санкт-петербургским или как он там ленинградским УФСБ, после моего отказа этот Дмитрий Анатольевич Медведев, который вел у меня гражданское право, он сделал так, чтобы меня не допустили до экзамена, и я был потихонечку отчислен. Это, и с тех пор я знаю, что Медведев агент ФСБ. И еще момент, когда, если вы заметили такую очень интересную деталь, когда Медведев стал президентом, то странным образом у этого президента оказался тот же начальник охраны президентской службы, что и у Путина. Это был Виктор Золотов. И тогда у меня возник вопрос, охрана ли это, или это палач, который ходит с топором, в случае чего отрубить голову, да, если в случае там, измены и предательства. Предательство не допустил, но это была очень сложная такая схема, где американцы не верят, да, ну или делают вид, что не верят, европейцы не очень верят, плюс еще внутри начали силы разные обостряться. Помните, Лужков тогда написал письмо открытое, после этого вот этот преступник с наворованными миллиардами сейчас уехал сюда в Европу, и тут респектабельный уже там бюргер поживает себе в Европе со своей очень талантливой бизнес-вумен, женой, которая стала миллиардером за очень короткий срок. Так вот, у Путина и вот этой его банды, там не один Путин, там вот этой банды нужно всячески попробовать сохранить власть, объединиться с Белоруссией, нужно было попробовать с Украиной что-то там намутить, изменить там конституцию, вписать там, ну там масса вариантов разрабатывается, и это дальше будет продолжаться. И мы понимаем, что к 2024 году Владимиру Путину нужно всячески предоставить юридически обоснованное доказательство своей легитимности перед международным сообществом и в первую очередь перед Соединенными Штатами Америки. Вот для этого и будут проводиться разные мероприятия. Что сулит это для Беларуси? Беларусь находится очень в плохом положении, финансово, экономическом, в правовом, в первую очередь, положении. Белорусы очень такой терпеливый народ, может быть, как и русский, ну, может, не как русский, но тоже очень терпеливый народ. Но при всем при этом то давление, которое оказывает Путин на россиян, на русских или других граждан вот этой тюрьмы народов, то давление, то нарушение прав батька, так называемый, да, Лукашенко не оказывает на белорусов. Поэтому как бы еще терпимое положение у белорусов, хотя давно пора было бы что-нибудь предпринять. Как, например, это сделали украинцы, и отлично себя чувствуют даже в той ситуации, в которой они сейчас находятся. По крайней мере, у них есть свобода слова. Ну, что сказать, будет всячески пытаться, и я могу сказать, что белорусскому народу это не сулит ничего хорошего. Белорусскому народу нужно четко взять ориентир на Европу, на Запад, потому что территориально, географически Европа, Беларусь находится на территории Европы, ментально, цивилизационно, религиозно, да, если так можно сказать, европейские ценности очень близки, понятны, общечеловеческие ценности, права человека, высшая ценность, жизнь человека, которая устанавливается тут на Западе, то это, я думаю, для белорусов очень даже подходит. И другого выбора, кроме как идти вот в этот совок, в который сейчас Путин тащит всю Россию, и следом идти, да, когда Россия еще там давала денег, там где-то как-то с газом были, решались вопросы, и Беларусь какую-то себе пользу из этого имела, надо учитывать, что даже при всем при этом Россия двигалась как бы в демократическом направлении, да, с учетом того, что многие не понимали, куда движется, можно было допустить. Сейчас же это очевидно, что ничего допустить того, что Россия движется в цивилизационном направлении, нет ни в коем случае. Россия фашистская страна. Россией правят банда, хунта, захватившая власть КГБшников и военных, которые управляют вот этой всей Россией, которые миллиардеры
и владеют не только недрами, но и жизнями, да, распоряжаются и контролируют жизни около 100 миллионов человек. Ну, в этом направлении, если идет, то я думаю, белорусам категорически это нельзя допускать. И белорусы всячески должны этому препятствовать, выходить на митинги, и ничего общего с Россией быть не должно. Тот газ, который вы получаете, белорусы, вы его будете получать и так. Может быть, вам цену подымут, может снизят, но из-за того, что сейчас очень много появилось альтернативных источников энергии, когда вы можете добывать из света, из солнечного света, из ветра энергию. В конце концов, даже газ, который они добывают, им нужно куда-то отправлять. А если у них будет его, или его нужно сжигать, да, поэтому его можно за бесценок практически и так получать. Но и это даже не важно. Трудно пережить белорусам тяжелое время сейчас, даже может быть 10 лет тяжелого времени, чтобы потом страна, нация стала самодостаточной и двигалась там, и имела будущее для своих детей. Вот поэтому я считаю, ни в коем случае нельзя вообще никаких отношений. И это был бы очень хороший урок и повод для возможность для Лукашенко перед Западом все свои вот эти нарушения, которые он сохранял для того, чтобы совершал для того, чтобы сохранить свою власть, было бы неплохо, если бы он отмежевался от Путина, и я думаю, тогда бы почетную кровавых преступлений за Лукашенко я особо не знаю, поэтому и спокойно он мог бы дожить свою старость где-нибудь там у себя в Белоруссии на пенсии, что очень, очень хорошо, да, не надо сходить с ума из-за этой власти, как Путин и банда приходили к этой власти. Они столько народу поубивали, что им уже вариантов нет отступать. Но это не случай Лукашенко, поэтому я думаю, будет вариант, что как-то что-то надо вам делать, уважаемые белорусы. Украинцы вас поддержат, Кавказ вас весь поддержит. Уверен, много россиян поддержат вас, европейцы, американцы. Грамотно, правильно, если выстроить вот это протестное движение, то у вас есть все основания как угодно добиться того, чтобы не лезть в это болото, добровольно не идти в это болото. ДНР, ЛНР уже вошли в это болото, Крым уже вошел в это болото. Они уже просто кусают себе локти, просто деваться им сейчас некуда. Они как бы между молотом и наковальней оказались. Там совершили измену родине, и тут вроде бы не с золотой миски хлебать придется, а придется есть из корыта, которую будут наливать. Так что, белорусы, удачи вам, мы с вами. Так, Анзор Рено. Где-нибудь там в российских, так, может, да, до Европы понемногу переходит на скандинавский газ, скоро олигархат будет продавать зажигалки БИК. Хорошая шутка, я очень надеюсь. А вообще, если бы эти олигархаты российские не продавали бы ничего, а сидели бы где-нибудь в Гааге, было бы интересно. Я абсолютно убежден, что на это люди, половина уголовного кодекса можно смело, короче, к этим людям предъявлять. Конечно, надо будет поработать. Так, Эд Мамедов задонатил. Эд, спасибо, хорошо хоть вопросы начал писать. Салам Аслам, прокомментируй, пожалуйста, по поводу России не пускать на Олимпийские игры. Правильно делают, Эд. Да, Салам, кстати говоря, да, совершенно верно. Россию не пустили на Олимпийские игры, это исторический позор. Такого позора не переживала ни одна страна. Но это то, что непосредственно с чем сталкивались с европейцами, да? В вооруженном плане, идейном плане, экономическом плане вот эти столкновения не так очевидны, как сейчас. Мы видим вот с олимпийскими чемпионами, с олимпийскими участниками и с олимпийскими играми. Все прекрасно знают, что Россия использовала мельдоний, что Россия подменяла анализы, чтобы их участники прошли на Олимпиаду. И это все выявилось, расследование длилось долго, я уверен, оно было тщательным и беспристрастным. И вот мы пришли к результату, к которому мы пришли. И это такая очевидная большая потеря. Вот запомните, хотя я думаю, что многие, кто меня смотрит, знают, что так и будет, но опять же озвучу это.
Я говорю в основном то, что мы все знаем, но озвучу. Вот этот позор, который сейчас переживает, вот это просто размазывание по полу, которого в истории никогда не было. Вот это все произойдет и в экономическом плане, и в политическом плане, и в демиграционном плане, и в медицинском плане, и во всех планах. Вот именно будет такое, которое в истории никогда не было. Вот каждый случай будет в истории, которой никогда не было. Кстати говоря, затрагивая вот медицину и систему, которая происходит в России. В России в этом году, за последнее время зафиксирован рекордный рост. Во всем мире падают зараженные люди ВИЧ-инфекцией, СПИДом, а в России он растет. И он пересек вот миллионный рубеж. И я уверен, это такая, как обычно, обманная цифра, которую Россия всегда выдает. Но это колоссально большой подъем ВИЧ-инфицированных, которого нет, такого роста нет нигде в мире, такого количества. И это будет продолжаться. Потому что ничего для того, чтобы это изменить, ничего не происходит. Если даже туда вольются деньги, эти деньги просто будут разворованы. Потому что на местах нет честных, профессиональных людей, которые бы занимались бы этой проблемой. Любой человек, который придет, он временщик в России. Они не просто будут воровать, они будут воровать, как будто вот завтра наступит конец света. И надо вот это все унести, и от России ничего не устанет. Потому что вот такие уже настроения у людей. Ни один человек идейно готовый сражаться за здоровье нации, России, который влезет в это, он не сможет там просуществовать, потому что все просто захвачено теми, которым плевать абсолютно на все, кроме на бабки. И, кстати говоря, ВИЧ-инфекция, которая сейчас захлестнула Россию, она появилась, я еще у себя в Фейсбуке писал об этом, когда был сбит Боинг в 2015 году MH17 над Украиной российскими террористами, Буком, который можно было применить только по личному приказу Министерства обороны и Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. На этом самолете летела с Малайзии, летела группа ученых, которые разрабатывали именно вакцину и борьбу, методы лечения со СПИДом. И я тогда у себя на Фейсбуке тогда еще написал, это очень верный пример к тому, что в России будет СПИД. Вот прошло 4 года или 5 лет с тех пор, и вот мы видим, что захлестнуло миллионы людей. Божья кара, бумеранг, так называемый принцип бумеранга, его никто не отменял. Придется ответить за все, и за убитых ученых, борющихся со СПИДом, и за сирийских детей, и за чеченских детей, и за грузинских детей, и за русских детей, и за украинских детей, и за все кровью пролитые, кровь, пролитые слезинки детей, за все придется отвечать. Поэтому вот такая вот ситуация обстоит с Россией не только в Олимпийских играх, уважаемые, но и вообще в целом. И мы это увидим. Это кто доживет до этого, тот без сомнения это увидит в ближайшие годы. Да, Аллах. Так, поехали к вашим вопросам. Еще, знаете, хотел бы зачитать одно очень интересное изречение французского деятеля одного, Алексисон де Токвиль. Был такой в 1835 году, сказал такую фразу: в Америке в основе деятельности лежит свобода, а России рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира. Вот Россия стала своим рабством половина мира, страна, которая у нее была, она тогда и расширилась. Это написано в 1835 году. И он точно определил, что в основе России лежит рабство, и что будет править половина мира. Так и случилось, так и случилось. Но настало время, когда вот это рабство
не смогло конкурировать, когда оно столкнулось, не смогло конкурировать с честными, свободными людьми при всех недостатках той системы, тех людей. И вот мы видим результат. И это будет продолжаться. И регресс, который сейчас происходит в России, невозможно его остановить. Развал России, он неизбежен. Год это будет или 10 лет, это неизбежно. Наша задача как можно быстрее усилить, убыстрить вот этот процесс, чтобы как можно быстрее и как можно меньше погибло людей, как можно быстрее и безболезненнее прошел этот процесс. А то, что это неизбежно, это исторический факт, который мы уже наблюдаем вживую. Так, лунный свет. Путин у русских в головах. Все равно встанет вопрос рано или поздно, или мы, или они. Совершенно верно. Так, Аслан, мне россияне пишут за музычкой 300 боевиков, убивших русских в Чечне. Не владею информацией. И 300 боевиков, убивших русских. Россияне пишут за музычкой. И 300 боевиков, убивших русских в Чечне. 300 боевиков, это то, что в кавычках, это ясно. Это имеется украинских добровольцев. Нет, украинских добровольцев было меньше, чем 300. Да, Александр Музычка, это герой чеченского народа, он удостоен высшей награды, как я понимаю, честь нации, это наша высшая награда, которую удостоены президенты и самые наши достойнейшие. Ну, это честь чеченского народа, что еще можно сказать об этой награде. И все, то, что пишут россияне, да, ну, конечно, на войне убивают, конечно, особенно, они убивали не русских, они убивали оккупантов. Доброй ночи. Уже в то время европейцы думали иначе. Вы правы, Александр Белый. Да, это очень интересно. Я вот прочитал это, и мне так понравилась эта мысль. Он как бы предсказал это, за 100 лет до начала Второй мировой войны. Человек предсказал за 110 лет, там где-то так. Когда в 39-м началось 104 года. Очень так четко сказано. И то, что в основе лежит рабство, это тоже, тогда рабство существовало еще, как мы знаем, рабство было в России отменено, официально отменено на бумаге, как мы знаем, что это не все сразу происходило в 1861 году. И рабство отменить-то отменили, но дальше как с приватизацией, которую провели, которую ты любишь постоянно напоминать всем нашим недругам и друзьям тоже, рабство отменить-то отменили, но не разъяснили, как с приватизацией, что это делать-то дальше. И вышло так, что людям сказали, все, ты свободен. А куда ему идти? У него ни дома нет, ни надела земельного нет, ничего нет вообще, абсолютно ничего. Вот он оставался у того же барина, и только раньше его барин кормил, а потом его перестали просто кормить. Потому что это уже свободный человек, кто тебя будет кормить? Это Россия. И потом это называлось батрачество. Это называлось батрачество, и ты как бы всей семьей шел, тебя продать не могли, жену не мог барин к себе забрать, и еще какие-нибудь привилегии появились, конечно. Но тебе приходилось платить уже за дом, аренду, землю, на которой ты работаешь, тоже тебе приходилось возделывать и так далее. И после этого народ уже очень-очень был, во-первых, был абсолютно безграмотный, абсолютнейшая, это огромная проблема для любого народа. Если народ безграмотный, у этого народа этот народ ждет катастрофа. Вот этот народ был абсолютно безграмотный, вот полностью. И люди, которые правили этой страной, они нахапали деньги, и все уже даже не считалось, как-то низко говорить на русском языке. Говорили на французском языке, и казалось, если ты не знаешь французского языка, то ты какой-то, ты неполноценный. Боюсь, такие времена могут вернуться. И получилось так, что эти люди просто ушли, и пришел Ленин с идеей немцев, которую немцы не приняли. Карл Маркс, который написал
«Капитал», Ленин нахватался вот этой всей темы и решил, ну все, тогда я-то сейчас рай на земле построю на земле Советов. Ну, вернее, на земле российской, где построю землю Советов. Немцы эту идею не приняли, видимо, она не нашла подходящего места, и Ленина отправили давай к себе. И вот она нашла плодотворную почву, потому что люди были абсолютно необразованные и лишены всяческих прав. Когда они были угнетены, они понимали, что все, что угодно, только не это. Уже люди доведены до такого состояния были, что как на Западе жили очень припеваючи, любой фермер, любой богатый, никакой не дворянин, обычный крестьянин очень себя безбедно чувствовал и имел права. А русские же не имели никаких прав, даже когда отменили вот это крепостное рабство. И им пришлось восстать, и через сколько, 40 лет или через 50 лет после вот этого батрачества, тяжелейшего состояния, начались брожения, движения, и народ восстал, и в конце концов уничтожил всех вот этих своих гонителей, но превратился в еще более худшего монстра. Как для своих же, так и для окружающих. Ну и так далее, и так далее. Это все мы знаем. Ну и вот мы видим, бесславный конец наступает бесславной России. Так, пойдемте дальше к вашим вопросам. Так. Поехали по вопросам. Так, что-то понятно. Сейчас, вот тут Ахмат Могила пришел. Так. Так, давайте так. Тут уже ругань идет между собой. Так, смотрите, у нас 426 смотрит, 130 лайков. У нас треть безбилетников просто смотрят фильм. Так, Тор. Сирия, Украина, Грузия – это будущие партнеры для Чечни. Общее горе с этими народами даст вам надежных друзей. Да, общее горе это понятно, нам это даст, без сомнения, но более того, я абсолютно убежден, нас объединяет не только горе, которое тоже нас на самом деле объединило в какой-то степени, нас объединяет дух свободы, дух самоуважения, который и украинцы, и чеченцы, и грузины, и другие народы, которые пойдут по этому пути, будут дальше нести. Мы восточная часть Европы, что Чечня, что Грузия, что Украина находится в восточной части. Украина очень большая страна, я уже говорил об этом. Если так суждено было Богом создать наши народы, что мы рядом со славянами оказались, и нам от них никуда не деваться, то я с удовольствием готов мирно, братски, дружески, соседски сосуществовать со славянами в лице украинцев. И то эти люди доказали, что они умеют ценить и свободу, и честь, и совесть. Ну и поэтому я думаю, у нас все будет очень хорошо. Да, иншаллах. Так Украина плюс НАТО учения в Грузии проводили. Да, это очень верное и правильное направление. Что Украины, что Грузии. Я думаю, нам нужно следовать этим же направлениям, и другого я в принципе не вижу. Мы будем двигаться вокруг нас, уже все оказываются, что Турция, что Грузия, которая уже входит, Украина, все оказываются в НАТО, и нам просто необходимо оказаться в НАТО как можно быстрее. Мы как помним, да, вот в прошлом году Польша, по-моему, 2 или 3 миллиарда, очень небогатая страна по европейским меркам. Польша выделила 2 или 3 миллиарда евро для того, чтобы поставить базу НАТО у себя на территории. Это о многом говорит на самом деле. И если они готовы тратить такие колоссальные средства только для того, чтобы стояла база, то я думаю, нам, чеченцам, просто это необходимо делать. Надо учиться и смотреть. Нам нужно 50-100 лет взрастить своих ученых, взрастить своих профессоров, своих политиков, своих экономистов, юристов, врачей,
и так далее, и так далее, и мы должны стать нормальной страной. А с Россией мы не можем, 300 лет мы не можем создать ни врача, ни профессора, ни ученого. Все наши врачи, все наши погибают на поле боя. Как только мы становимся более-менее понимающими, что происходит, нам приходится возмущаться, и нас там же убивают. С 15, 16, с 18 лет у нас дети гибнут на войне, замученные, зашуганные, купленные, обманутые и так далее. Надоело, хватит. Никогда Чечня не была и не будет Россией. Никогда не входила добровольно, никогда не войдет. Теперь уже на законных основаниях. Есть международное право, мир изменился. Хотим мы этого или нет, мы живем в новой формации. И вообще изменилось все. Мы живем во время, когда работает международное право. Можно говорить все, что угодно, но все страны всегда придерживаются международных договоров на протяжении уже сотен лет. И сейчас оно просто оформлено и четко закреплено. Есть Организация Объединенных Наций, куда входит весь мир. И никто не может изменить это, сказать, нет, это так, это не надо. Да, Организация Объединенных Наций работает очень плохо, на мой взгляд, допускает огромное количество ошибок, и по попустительству Организации Объединенных Наций, в том числе, был совершен геноцид на территории Чеченской Республики, Ичкерия. И никогда мы об этом не перестанем говорить, пока не будет восстановлена справедливость. Мы требуем сатисфакции, и мы будем этого добиваться до умла. А знаете, еще один момент, вот мы говорим там, у нас там правительство такое, там это не так сделал, то не так сделал. Давайте посмотрим на то, кем был Джохар Дудаев. Джохар Дудаев был, конечно, умнейшим человеком, генералом, даже в российское время он добился таких высот, и это было бы невозможно, если бы это не был бы талантливым человеком. На самом деле, вот в 10 раз превосходящий, или там на голову, на 2, на 3 превосходящий своего окружения, чтобы ему дали подняться до такого уровня и доверить такое. И между прочим, Джохар Дудаев, которого там можно по-всячески обвинять, он, летая на бомбардировщике, зная, кто совершил геноцид над его страной, он не сбросил атомную бомбу на Москву или на какой-то город отомстить. Да, если так подумать, хотя у него была возможность, он был и на бомбардировщике, который нес, или устроить мировую войну, забросить эту бомбу, какую-нибудь провокацию, чтобы там погибли там миллионы русских, отомстить тем самым за чеченцев. Нет, он дорос до этого и возглавил свою страну. Это чисто по-чеченски благородно. Не мстить тем, кто не виноват, именно, даже если это их потомки, просто вернуть достоинство и уважение к своему народу. Он это сделал, он этого добился. И вот Джохар Дудаева, один человек мне как-то сказал, знаешь, в чем проблема была Аслана Масхадова? Я сказал, в чем? Он сказал, в том, что у Аслана Масхадова не было Аслана Масхадова, который был у Джохара Дудаева. И Джохара Дудаева, который был очень смелым, очень умным, очень грамотным человеком, я абсолютно убежден, что очень смелых, умных и грамотных вокруг него людей было очень много. И они делали из него Джохара Дудаева. И они отдавали свои жизни раньше Джохара, вместе с Джохаром и после смерти его Джохара, в дни, когда погиб Джохар. Эти люди тоже погибали и сражались. И несут, продолжают это нести, вот эту тяжелую ношу, которую некоторые не понимают и пытаются как-то там не очень хорошо сказать. Вот такая вот ситуация. Что я хочу сказать? Сегодня, когда мы все вместе что-то делаем, это делается намного легче. Вот там поступают разные там сообщения. Вот у нас был случай несколько дней назад, когда на одного блогера Мансура Старого в дом вошли и я это буду говорить по-чеченски, то, что у нас там было, поэтому всех нечеченцев я приношу глубокие извинения, но этот вопрос нам нужно обсудить, и я должен рассказать, как это было, потому что мне много об этом люди пишут, и я бы хотел бы это на чеченском, это может займет 10 минут, может быть 15, как получится.
И хотел бы вот по этому вопросу чуть-чуть затронуть. Так что приношу свои извинения не чеченцам. Мацдариза 29 ноября 2019 года было видео, где один парень Хазарютинте из-за отсхока Мансур старый чуть бяхтан чуаитан альтигуич умдер и тахсан ха махиня тахсо да тига вау со сайтане на остият тахтуга масана но де нага нохч но де нага эду сен но де нага эдус تو масана но де нага Мансуригер هو أدلع تشوعي نوخش زودايو نوخش بيرشادو إذ خزري نوع دلجادو خزر خزنير سنة جو يحيوش أستويشل نوع تهمناق هيك ألدوش غلق دوش أزدوش بوسوش تعاشي زغو ملر أوزر تعهم يخيدوش أبسولوتنا أدكوات نيوش لتويش لتروش ولويش ليروش أما عودل يحيوير وشي عودل ترخشا قوستر وشي وشا يحيوش نوخشي كنتو إيش دقبو إسنبوك أنت دقبو بوي بولشاك هاشا قي دقلي اللي أرسم بعدك ديش نو بولش بو شورت دا أخيرا بو تعشيكو ياسن وينان واش قي بوش بول إيشا تاريخ تخيل إيشايات إيش تيجوش خينا توتيك надо шайна, конечно же, самансурин ала мансура сун хааря мансур старя вяцек. Шадега масу аудиц дис хар иштвари уштвари цабош. Хан узбизам бай окон узбизам бай цабош. Азалгашан бирбат узбизам нохчан бирбат узбизам. Ах мансури واش دقيل غنو منصورة تسوق إداء راح تسوق السون خزير تسوق تعادل حوله منصوري أيس أبشات سد الناس نرمال أدكواتنا قميل دتسوق نرمال نقيتم بولشتجو نحو سونا تعتصمان تاع قيتم بولش قميل ديش قميل دي نقصتينس ده سج عودلو آل يشوتشو أما تسجى مول نشمول إذا لورتي ليش تو شاح اللي تو بوش خزق إذا قيشر أو شخ إذا سون مول نشمول شو أعتقدنا هيتسا ها أدكواتنا تريزو وها أبسولوتنا حيق لا شو أما تعتصم تشدوس إز حيزين خلامك كروغن خلامك دقوم خلامك تسوقي ويشادر شت أمو عوجين خلولين جيناتسيدا بيرجيتين جيناتسيدا إيرانيوتشات جيناتسيدا مسانا تقاشا دقشناغان داقا قاشا بسيخولوجيتسكي بيرجيتا خلوما دوي منصور ستغان تا أول وجه أول أتونا وقيت ديس هو أدلا سو غلاشن ألا غلاشن تاچاستن ألا يو وقان ألا يو مسان ألا يو إش تاهمش دقو زوق دوج إذا تاكيغو دوليشا خبرش دو شاديغا خبر دو إيلاري باغري تاقا إهما يوقي توي آلرا إذا وي أدوبريت دايشو شتات سويكيتسا إفير يولي اللي سنا وستوخوز غامبورغي عاش سويك تلو وانتوان إهم ديتا أوغ تو حتو الأزدعتو وانتو أوشي مقامل دي أوشي مقامل دي تشخينا تو بوس ويكشي نو دي منصور سألك أستون بوس سونا دي إنوغ أتغلغاشن تو منصور سألك سون نو دي أنقي أسون إنوغ هنسدوغ سون نوغشي غلغاسون تأشخيتشلش غلغاشونا دا ديز الخيتسوني نوغشني ألاري دوغش متكشا خلا يو إستوريا شويتش غلغاش حال نوغشي تلار لوچا دعوان دعم چير دعني سيني غلغاشو هردني هرد وجدني دينا دتسديشم تو غلغاشونا إعدوئي نوغشي چو غلغاشن غوش يتأولش تو غلغاش تو نوغشي چونا إعدوئي أس أيز ديني أس وي دقو ديخش نعمدوي وي غلغاشن يقال يلوي نوغشن يقال يلوي أس دينا بقى سونا كرير در تا هورني تعتصم كرير در جيما دوقة رازنا دين غلغاشن وق دينا غلغاش وين دينا ويا إذا دديشو أبي زاتنا بقى مالشاني وق دديشو مش دقويش أخذوا تقطيق هذا الشيء ترى دقيقة ترى
سؤال غير تجوا منصورس مسان غلاشن ألرا إذا أو أتي دتشا دات أتي تلاتي شو ما دات إذا لرتاهم دات إذا حيدر عمل دو حق دتشا أس ده منصورس ده لبوي شو ده ديك دولش دو تاخ أس ده تسأل شو سوول شوات مغادلة تاخ لغة تاتيك دقيقة أنا ترى روشة قيادة تات ترين بويج بيش تليفونش دوان تخوز دوش دو بلغي بوها بولشة خام بنا هتي ده كان تري شيء بولشة تري روشة كيش توديستوش از غلاش حياة توي هاتو تليفون حدول بوخ شو حدوش مدوي حدا كان تو خولا دو هيت دات إدو تروشو بروش دو بو ماجدي حدول بوخ مگر دو ماجدي تري وقتك دو قي تري دادو وقت ماجدي تو دقیقش تون هر بول تو دیستا و جو دوال واخوش دیستول تو چوا سلطان بوش امامو مجد امام تو سگو تروک حدیش دیگشه امامو بو حدیش دو قمل ازدا دو غلقه دو هاش وقتی بحثن حیشی بو هوا مایی با اوچه دیستا خوش قمل دو اولای نو يقمل قد سهول اشت تو سلطانس مباغر دوي سلطانس от аж боятся, шашя би вопрос целой, шашя претензии. Так кельнак чувох, аж у Мансурин ты вот тандехкан, значит аж и бог, аж массу галга, суниш повторять, да целяцу аллаш, ишт идук аж та, бог, да, и каждому приходится весомар ди сермалу ладуца, чую вол сейчас сразу, короче, щи эмоция щитан, дыц диш мадуй, так его рилк доча. Nach Barцучуа. Это тоже я должен сказать. Он дальше тхун камер ты хажиш тхочуя дальше на. Қайла халаяк начу. Камер даяк илер тхочуочу само даяк махижи тхо диструш ашмаду. Из ваш даяк қияти оперативные съемки ашсан ляч цауар. Это тоже факт. Такой даяк илер ну тхо камер хилча тхалач нумадат о дүйцендек дүйцерду. أما خيدا يش تنا كوسوك شيش يوم شليل دويا وين خوشدو إجليلا دينا أقسيوم كتير أقوى سلطانك إلا سلطان نامتsa yok تاري كامل سلطان استحيق إلا يو تعوق سجود عمايا قيت هنا عندنا جيت سلطان ورويستولش إمام هو سلطان قميل دير سلطان بيوقر واتسأل أتوق سجود قميل دير تشوا تعدلا إمام غلش إبيش يوقر سجلش كتر أو خدوي تردو камер даяк сторож, да, ходите, оказывается, потом все снимали, потом куски отрезали. Сайт Волчарга аудиозаписи, полный от и до цуин записью, там около 3 часов было разговоров, и эти все 3 часа у нас имеется эта запись, поэтому хида ешен логди, но инок аудиозаписью. Чтобы не было недоразумений, да, цани ногой тарил сейчас, но недоразумений хил вопрос, хилат ахагай твайга юлшу. Юга цуча дист хила султанса дик хаз эзд камелди, бусов камелди, машар камелди, ламбош камелди, так камел хил юх أسئلة منصور سئل بقوا ياتر بو منصوري إديت بقوا ياتر دين خومن أولي الداتر نو كأنك أيدو ألج أيدو عجنك عجدو إدات سوي باغر ويتو تاع خارج خدو يو ديك دو إزام دوخش دو نو هورا любой дальдол humnira из нарушений юэль мадуи и дальдо хума и выйти за нормы Богу, право переступить через право. А право переступить и нахцу клевета, хулили, оскорбление, хулили, я кишта, хум хилша, таши хума дуйцу хуман. Та суцума нам шидо, штазер до гора хуман шиши до, штазер до, кузар низамца до штазер, вай низамца до, что и тазер. Хял люйцу на хял инчута. Ама тагана и çünkü idealha iza şey prosedür tane nistadiştu naksanna nistiyashkaj и çünkü ideal khilshena tsunhum nalat erwalla дальше так преступление ещет яти астаган машин еди ча совиви шват сухавия und сович khena iza zu приступить на порог цун боят и ви соразмерно хилдишту
наказание соразмерно преступлению хлищу. Сауда кишат, вайдинца дуй, кирнизм цадуй. Так чуваган олсага, чувагча из ше и чувавалари даже проникновение жилищ и сага вай айда ви могош сагу. Ну чуян, кирнизм ца ви могош сагу. حون حماستق چوینا حائسك قطوع حين خل نجلات ولا угрозила خير نظام سواء демократический страна юр правовой страна юр куза смертный казнь яйц вообще при всем при этом خير низмос и сегви могошу вай динца ишт и могошу вай низамц вай нохчи гала низамц ишт и могошу так доком дуй на самом деле идут хуно далек. Хар ца преступлению, хар ваш преступлению. О, ютя хар преступлению, поощрять, яшаять. Цу преступление, пострадать. Дамадини Мансуру, уже чего. Так, цучуа зуди беш хльчена, и ночи зудма ют, цучуа войне, зудма ют, цучуа дюзел, бу цучуа. Так, цусагт мухлдис, цусаги рама молмел хайр вал хилла, догдат ан хайр вал хилла, Просто шиецабизм, это не имеет значения. Цучай ночи зудю. Цу ночи зудчуне, цу ночи двизелане, ночи войне. Дукай ночи голова разница. Церти центи бой. И хумда вишда цербос. Хаэра кайкан яларавин. Я шарқи кайкана сүйк качама. Ишда дизер шарқи кайкан я клевита я шуара суди велар интернеттен. Тимавит. Лени я هذا. Но харум лилда وغاسقشن كلا دهقن تير نظام كلا دهقن تير أكوبات كلا دهقن وين تعتاج أو دول خيط هم دادات هر قزع قدك دو غاسق زكون شوي بريزنا واحد صدر например إذا وينيتس أتدا أتندو خزر نظام وين حق دهقنا خير بريزنا أتنغلشة تعتدهم خير نظام لار ديزوي خير نظام تهم شد ديزوي داشة صدق نو إذا أدلنا إستوريو إذا تون دينا جم وجا دينا منصورين دينا شو بان إخلشة تناغرت أخ بيخبوخ تون يوا أخ منصورن ودوخشتش تود تويتر أما أو منصورن وتصدو أو نوشي زوجن ودو أو نوشي سيميان ودو منصوري قردل جا وتصدل بحشة تقدم دات يو تشوا أو أميال ديشة شين تبويز بوخ تو سلطان دوی بیار شیم باش مبات نخوغالر مبات وشال شاش بغيتن مبات شا بغيتن بو سونت عبيت صغير من سلطانس الچخنا تا شكويلر سونا خوي هون بو اس بغيتن بوش дють элер султанс потом я уже послушал записи вот чуть эрадоль да оказывается султанс бахтан бу со султанс бочу на тишерт чува султанс сун хагва вай бусал на дуай хагушвай цен рылдолш وين يخسر صوتنا تساتيش ما عنده تسويش بغيتن باتل أسيس صوت تساتيش واتسون سلطان أبسولوتنا سلطان تيجا غز نيرسا غيرتوش نعبر بقلا تهم نخيتا غيرش بقلا تهم نخسر غيرتش نوحشي غلغا بقلا نبكت بقلا رازني تخيش نخ غلغا بيش در تجوا أس بيرجل بينش توي تجوا أميل ديش تا أوسال تجوا بازرير داسوتsa بيغر هر бегар, уже бегар, тадюк или хаки дешнеш олар, но в принципе в массе своей шадега было абсолютно как и положено, то и хильмадизер, войну хильмадизер дархтига, за исключением разных там нюансов и моментов, то и где-то кто-то может тебя хотел показать, где-то может кто-то накипело там хотел что-то сказать, и моменты. Dat was iets gewoon als je zegt, dit is een diertje doiler, dat komt dat er meest lemmas dat je een diertje doiler, tjua doiler, tjua wacht, juwa dit doele, kus haboch na, bo hagulush kuna, der zulam du, ночи галга конфликт я шутсуна, мы ночи галга конфликт, мы в этом не участвуем, тигошел хазер в этом не участвует, абсолютно, ночи галга конфликт я ютя га и момент я тига ютя. Чичуванак, милла вала, нохчуваня, галгаваня, сюливаня, разница. Но вайрилка, вай ада чувадойш волнага из массу галгаша бохшаду, и валвиш вайцерсту чубох. И наха харц буца шаш бохцу чуа, и наха харц бу мансура харцу, и дух охцу чуа, истяхты. Так, обелдича вайгар видео яхтик бох. Хар видео яхкана дадах дискутеаль. Но получилось так, что мы не хотели делать видео. Мансурик
خاتس خاتش وانت قال شو تخشين أو لدوديش وتخين منصور من الخاتس خيتا تخ منصور لدوديش دو إذا ويدين بو إز لوجيك نو بو إز قير نزمو بو مسوم نو بو شو قيل نورمال نسقو شنا أو لدوديش ميلديك هرناخ بلات وات إلاتش تخو حلويتن بيخ ما بيلت خط دغدغن السلطان قال تليفون نومر حاجه السلطان اوست احرق نومر حيوت اسرق تليفون تو هون قالش منصوره سيجاره صغيره دقو 1 كيلومتر التلاسون مليو موجد تخوق شرداتي مثلا اتسخا نو يوك رستياني يوك تيجا دواويش تيجر يوك بوغ نوش قيتي تقتام نو تانساحتن يقم بيش رستياني خير يوك تيجا سوقي تريا دوي سويغا خيلو تو مومنت انفورماتيا تقطع تيغا دغان تيم ديستغل تروحادوخ يا تليفون تو وري اول قاستو اسبرك تليفون تو وري ولا تو وقت ديستاتور تو ارادو لدادول تو ارادو لدادول شنو او تليفون دايت منسو تو دادو تون تروك كاتسوت تروك واخكس يا حاتسوت شتا момент بقول تيغا واخكس الماتسوني تروك Я не знаю, по какой причине. Опять же, Мансур может тоже его атаковали, он может на телефоне сидел, может еще по какой-то причине. Но с нами контакта не было. Так, развернуться, давай, давай, видео я ханар. Дадуешь давай, хунер свой, ди цумадет, скузак, эстан, шадек, эстан, ду, хал, и чубанеш, буй, витса губош, биргал, вар Мансур, бах баариш, тацолча, ит баариш, тига, вит убаариш, и витса га, еще цан эву биргал байга шемуч эву асда низмя хилма дизер нохчи галгаш гилка дуй асда мадизер асти дук да лахуна алдат то мела шучу даван вахошан дистахил юхит ибахтан нохчи беш дерсига тяга дистахил юга опять же юга траун дица опять же вахошан о видео яхкан zu Video der schon خز دو يو تاخ إخيديش فيديو أشغلت ألرس مخيديش على أبدي وين سهوني هذا نقدوي من هذا نقول سأيوك واقعي إنه سو هنا هذا نقول سو أبدي يرجلو إزواج ال إتوميت دخل دو سو فاكت شيت بود أبدي فاكت تيوت دقو حدوش خناتي نفسه أولوش تو تبي جواري تسمو ألق أتويت الديزا وقو ألق لدو ديزا إستا порядок цахилч дуйцу уманта. Тунда можно там кусок вырезать что-то. Ну цун ответ делер абадиева любой нага изу ши массу оманти қойқшы гуй вие дават гала уй нохчи уй цуна разница ятин фамилии милгайла оманти қида гуй иза ягасқшан ти бобершу я последний мирзавицу я квартан дикват иштосы. Тунда ла цугата نوحشقام واحتاي غلقام واحتاي تا هما ده ترتيجا абсолютно خلمة ديزا قميل خلر قميل одинчерт да в первую очередь да дина цутя трей видео яхканяк маизера тотигер хадайкы ама суна и ситуацият юqasin семнени бог суюк хилли долума и ситуации трон Берлина конференция хилло ситуация терилер только со уже стибахкан хиллаш бари Берлине в этой роли волшсан выглядит дурас. Все просто кайкам большетик зулам цахли даугар, как и все. Вайлу швегатик хави эршан. А хинца хабаш ди церша уж дат und элчахара уже халтадат уж дат кар уже дадах диш положению. Тхуюк эгалгабат, тхуюк энохчибат. Тига тхойц قميلديش خلاشة تخون اشتناو حالات باش غلغا برشون نوخشي برشون تخو غلغا دوشون نوخشي دوشون تون ديلا تيوق غلغا نوخشي كونفليكت يات تيوق ايغا بيتو كونفليكتو دوكو تو منصوري объяснение خيرю ша провоцировать твери гардери вождери бош может к причин خيрю может таблетки خيрю но это уже как говорится должно выяснять суд и следствие и суд. Не так, что вот с казачка заскочили, там побили, там по беспределу, нет, и хильмек ждать. Вая цивилизованный, надо вайн рошем, и колдера, дохкой дезилошдер. Вая бай анахбу, вайна не просто дешнеш бэга, вайн тя и лилин и нах вайнюк абейхшбу. Нохчи бу, галгабу, гаски бу, хири бу, кидол эмнашабу, и вайн шадега хукшаду.
И эльчена ишта туршдо шквартбах бизи мансури. Визи, вице, и что у меня вишцавуль, тем более разные обстоятельства, смягчающие, психологические, медицинские, разных причин. Виш чуба наша боится без, уж боится без, уж кели кайкан, истаяхкан цуйки, барт бина, дадерзу дизи. Он дальше кузвай хошер айдал до кузар айдал. Куза вайн мамуаттариш, куза вайн матоу, вайн вилич мадайцы. وين خاخا ويليش دوتي وليل بقويات غاز قماح عليه بقويوي потому что войти на Allah это обязательство сейчас ночи бقوي но قماح وي обязательство شو еще وي قوتش يزريو قوتش يشوجا نيسا خيروات на самом деле ишт идертига эл отсюд адига уже ночи галгахум قوم قادك дадельшу те отсюд адига астамадизер Dienst, Nizams, Asta dieser Asta, die Asta, Zerschen, Schmürzbutzach, Arbo, Байрар царь, Мугадала царь, Байрар, султане, я в это верю, потому что султан Чауир, и у меня нет оснований не верить этому человеку. А остальное, как бы, разговоры делал. В принципе, вот так. Если у вас какие-то вопросы будут, я могу ответить на ваши вопросы, но можно эту тему уже оставить. Аддитиз и тему. Аддитиз. Мансурига адди эл лерсу мансур. Мадица, оман, мадица, мадиц. Да, и аддита интерион, если, например, хайца препарач, принимать я швала, я на эмоциях вала, дива духсой, просто ита и компьютер, и телефон, и وميت والله موت إيري الله سيقيخ الله وده دوق ظلم دمك شي دخي غير чибу нас хотят атомизировать. Я не знаю, по какой причине эти люди так себя ведут, некоторые, которые себя так ведут, но если вы аша газки заданец, я газки чу, я газки шцени икшатся деш, о нохчан бала больш, больш, лилшвегуй, если вот вам такие вот информацию подкидывают, دخلش روسيا يوغريو شيشون از روسيا تصحهم دوسر داشتون وين يوقع خلدل هما از وين بعيشش كان دوسر دوشون مدالتيش وين يوقع وحلق غوشن ترتش ترتش بوي ترتش يوق ريزونانس لوش دوق كومادولش ليل نادروي هين صعد عواش حلتون سلتا ايون سئيلر هرون سدير هون على مصلحة دوغن ور بوش سويتش دوش بدو شيء مش يغراز منها со масла довоганвар, со цаница доудешва, со правозащитнику, со глата мабах, со ктомби мабах, со томбешват, со летшеват, суна эйс хержендол, рума суна дукку соудолш, сюек сейгар дакия дуй, сейг кига лурдоч, доккум ду аслилештек. Сундела латлу аги, хари, кавер бушун, ринга юшун, Россия юшун, посольство юшун, куз Германия, самый йог Европе, российское посольство юшун, полный вперед, да, это будет массира. Я думаю, на этом можно закончить эту тему. Иштум дар хиллак, дал барца бойлуай, дал диканч, дадерж дойлар, дал куна зулам дочь, куна вообще войну, а зулам махулитировай. Иштум духсашига. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Если что будет сказать, я готов ответить на ваши вопросы. Так. Так, Эмин говорит, как найти, да, борца бой. Все, теперь говорим по-русски. Так, Аслан, найди, пожалуйста, Адам Смит говорит, другое время для чеченского зрителя. Тебя смотрит интернационал. Я очень сильно извиняюсь, я извинился перед началом своего эфира. Конечно же, мне надо выделить время, где мы будем говорить на нашем языке, на чеченском языке. Это тоже необходимо. Очень это нужно. Я дал, а я приду к этому. У меня просто, я не успеваю. Вот с этой ситуацией, вы думаете, вы каждый позвонил там по 5 минут, по 10 минут или поговорил, или сообщение оставил. Это весь мой день. Все, просто нету ни времени, ни на другие мысли.
Я даже к этому эфиру не подготовился, потому что вот каждый звонок, это то, все. Поэтому такие вот дела. Так, Хани Галили, я ничего не понял, но поддерживаю Аслана. Спасибо за поддержку. Так, Курбусу, а критику он Аслан говорит. Курбук это Ахвала. Так, поехали дальше. Так, давайте сейчас не начнем вот это все тут сейчас будем говорить. Так, поехали, поехали, поехали. Так. Так, Андрей Васильковскас. Аслан Ичкери, паспорт ДСО. Так, он говорит, что ему нужен паспорт Ичкери. Я уже много раз говорил. Чеченпресс.ком. Заходите на этот сайт, там по ссылке паспорт, там нажимаете, заходите, заполняете анкету, вносите за пошлину, за паспорт, там, и чтобы вам его прислали. Отправляете там фотографии, данные, вносите пошлину и получаете свой паспорт. Или у себя в стране, где вы находитесь в стране, у вас должен быть обязательно представитель, ну, смотря в какой стране вы находитесь. Так что вот так вот только, если друзья. Бяхмабилдаш. Только смешно. Аслан, если у тебя появились критики, значит, ты все делаешь правильно. Не то слово критики. Тут такие бывают иногда. Тур Абадиев Бузуртанов жюпи мац узру. Абадиев Бузуртанов жюпи изи наун. Ты видел, туда ездил парень, прочитал книгу и по пунктам разговаривал с этим Абадиевым. Не заскакивал, не избивал, по пунктам, как и положено, расклад делал. А на самом деле самое лучшее, что мы можем делать, не обращать внимания на этих людей. Нельзя на эти вещи обращать внимание. Вы подумайте, мы же взрослые люди, как мы можем, что один человек сказал на всю нацию, все, теперь надо всем нации, всей нации с одной и с другой стороны подраться. Причем при этом все говорят, осуждают. И Абадиев, например, то, что сказал, я от многих ингушей слышу, что они не одобряют это. То, что он говорит там, выштуй. Мирзавец, ук Абадиев, мирзавец, питандеш, эшбюч, хацуюч, сагук Абадиев. Так, и поддерживать ешбочбеш, ишбац свой халац бишбеш. А поддерживать вещи, о, соцюнцлетеру, так, поддерживать свой харцу бошвега и адатор. Цуна бърт сахул. Тагана нохчи чуца алла дин қоман алла яца эш бшбетна дин қоман аскарбитсу дин қамдина сун инис хит багра из инис мадати. Так мы должны вайдайш му баган ويم تقام خلاتنا قام مدوي هيك غلغة شيء قام دوال بيقابل شيء أني سويو غس سويو سترمد я считаю, вы цанохчи камду, можете на меня набрашиваться, но это мое мнение. Также вы должны уважать мое мнение, как я уважаю ваше мнение. У меня оно основано на разных исторических, там, документальных фактах, которые я читал, изучал. Галга несколько тайп нашду. Сюкач, нохчи эвур, оц эвумани, вай махул биргеш, цуюкри баган, казакш бу, цуюкри баган, хирибу. Нохчи нюкра бу, казакиш бу, сюли бу юкбэхка. Тац пэмнашту. Ну, иш уже букуш вай нюкра. Иш вайсан нахмук, вайсан бак уншулш, нахмукуш. Из гумки вай махка ашбу, нохчи махка ашбу. Гумки, сасанёл бак уйолш гумки. Хуну байтиш. Иш сосан нохчи муат бючбу, сосан сапачал, сай пачалхан, сагаттиш, бала бючиш бос. Боцеш россиец, еще Россия, там бахчане, был гумки вала, нохчи вала, биват. То же самое в Ингушетии. Хирштане, хабален, хирибу, кибу, аушос, бохты, духу брахшу смешаны. Ну, и нах уже войнука, аж на мукаш, так, воят, цакам хильду, но хинц галаша шашаш, отдельно хамдубу. Пожалуйста, никаких вопросов, это их мнение, я уважаю их мнение. Цян леек амхи. Пожалуйста, иш камдук, вайсандул камдуш.
Но вы цан дех цан ненах цан мехтира цан цам духой. Хитцел цхильдуай хин шихам хилловай. А вы да дир делай так исторически сложилось. Сюк хача се хулитардайцер, сюк хача из Европе, в общем, ца граница и уж беж набу. Люди здесь живут, извиняюсь, что опять начал говорить по-чеченски, люди здесь живут без границ. Абсолютно языковой у них барьер, абсолютно языковая разница у них. Они религиозно разные, этнически разные, во всех отношениях эти люди разные. Но они живут в едином государстве, практически в едином государстве. У них своя армия, свой президент и так далее. У нас то же самое может быть. Как не с ингушами мы будем, с кем еще мы можем жить не так, чтобы было. Это надо убирать, это между нами ставится. Как только начинает возникать национальный вопрос, все, это уже проблема. Этой проблемы не должно быть ни в исламе, ни в нормальном цивилизованном обществе. Этого не должно быть. Поэтому я считаю, что нам нельзя ни в коем случае разъединяться. А тот, кто говорит, ну, посмотрите, я обращаюсь к чеченцам, вот мы говорим там, ингуши где-то там, мне многие говорят, да, есть такое, но посмотрите вокруг, а разве среди чеченцев того же самого вы не увидите? Мы не идеальны, и я не идеален, и вы все, кто меня осуждает, кто меня хает, кто говорит, что я там это, что я там не то сделал, не то сказал, не сейчас, вообще, раньше, где-то что, вы тоже самые же, такие же люди, как и я такой же человек, как и вы, я не претендую ни на что. Я просто безвозмездно пытаюсь донести нашу боль общую, нашу проблему. Все, мне больше ничего не надо. Хотите, помогите. Не хотите, не мешайте. А если вы хотите сделать это без меня и считаете это сделать лучше, валлахи, я буду это приветствовать. Сделайте это, скажите, вот это мы сделали, вот здесь мы это сделали. Я буду только приветствовать, я буду у вас учиться, я буду делать, как вы делаете. Я стану вашим помощником и делать, как вы говорите. В чем проблема? Дудаев стал сильным не потому, что Дудаев такой один был сильный и выстоял Россию, а потому, что его круг был сильным. Давайте делаем, у нас есть правительство, я сейчас к чеченцам именно обращаюсь, и к ингушам тоже. Ингуши, Аллах, если мы станем независимыми, вы тоже станете независимыми, и дагестанцы станут независимыми. У нас есть правительство, это опасно, это небезопасно, чеченцы от этого шарахаются, многие, как мы видим, но при всем при этом мы должны, вот у нас есть правительство, в лице Ахмеда Закаева, преемственность власти сохранена, у нас все имеется, государство у нас образовалось. Вы можете последовать нашему примеру, мы вам поможем совсем. Сейчас надо не насильственно, не военным способом сопротивляться. Давайте сделаем из нашего Ахмеда Закаева того же Дудаева. И все это в наших силах. Если лучшие умы, самые смелые, самые лучшие из лучших из нас сделают его, поднимут его, скажут, давай неси это знамя. Не только чеченцы, и ингуши, и дагестанцы, и кабардинцы, и карачаевцы, и черкесы, и все, и грузины, все, кто хочет, чтобы Кавказ был свободным. У нас все для этого имеется. Но имеется также желание, если то можно бить морды, ездить на стрелки, оскорблять друг друга, убивать друг друга, там, ты ниже меня, я там выше тебя. Это все бред. У нас нету земли, наша земля оккупирована. У нас ничего нет, чтобы мы могли говорить там. Мы не имеем права на это претендовать. Все принадлежит кучке бандитов, которые сидят в Кремле. Они в любой момент могут Ингушетию присоединить к Осетии, или к Чечне, или к Дагестану, к Ставропольскому краю, точно так же, как к Чечне. И никто ничего не сделает. Никто. Помните, как отменили название президентства? Вот эти наши так называемые президенты республик Дагестана, там, Ингушетии, временно оккупированные Чеченской республики, они, поджав хвост, сняли это название и стали просто главами. А завтра им скажут, будешь именоваться главным дворником. Но это будет самое крутое. Они будут именоваться, потому что они не за нас, они за себя. Они за Россию, интересы России. А за это Россия им безопасность гарантирует, ну, по крайней мере, от России. И гарантирует им безбедную старость или там безбедное существование. Может, старость все-таки
будет. Короче, вот такие вот дела. Думайте, думайте. Все у нас в голове. Мы должны понимать, каждый шаг должен быть взвешен без эмоций, без каких-либо провокаций. Нас хотят разделить. Этому нельзя поддаваться. Так, Амир Хударов. Аслан, я кумык, могу я паспорт Ичкерии получить? Так, где ты у меня? Сейчас я тебя потерял. Амир, по-моему. Амир Хударов, да. Да, конечно. Ну, смотрите, Амир, и смотри, если ты родился на территории временно оккупированной, тогда она не была оккупирована, ЧССР, то ты можешь получить этот паспорт. Если же ты являешься не гражданином нашей страны, то ты можешь получить паспорт, если за тебя поручатся два гражданина Ичкерии. Только в таком случае ты можешь получить этот паспорт. Вот такая там процедура. Так, дагестанцев 3 миллиона, почти и десятки национальных. Смысл обобщать вообще нет. Баньте троллей, да, троллей надо, тут они любят сейчас, короче. Кстати, я вам хочу прорекламировать один канал, очень хороший канал. Сейчас, одну секунду, я его сейчас найду. Короче говоря, этот канал очень, так, называется «Чечня не Россия». На этом канале есть очень хороший один разбор. Вот сейчас там одно видео только есть на этом канале. Это не мой канал, я сразу сообщаю. Я не имею никакого отношения к этому видео. Но это видео очень подробно, там один человек, который прислал мне в редакцию это видео, на чеченском языке разъясняет очень важные, очень нужные моменты. Это были вещи, которые даже я не досмотрел, хотя участник всех событий. Люди со стороны намного лучше видят, и это очень полезно. Поэтому Чечня не Россия, он, кстати, тут есть. Модер, если можете, закиньте вот это видео сюда мне как ссылку, чтобы это было видно. Пускай посмотрят это видео. Так что вот такой вот небольшой анонсик был этого видео. У меня, кстати, в сообществе я тоже разместил ссылку на моем канале, в сообществе, где я иногда фотографии размещаю. Там есть вот эта ссылка, вы можете посмотреть там. Можно под этим видео, кстати, тоже оставить «Чечня не Россия». Если ты меня смотришь, оставь это видео, ссылку сюда, я его закреплю, и оно будет на самом верху. Так, Хани Галиля. Аслан, вы человек с юридическим образованием, именно поэтому вас чеченцы не могут понять. В голове у чеченца, что всего можно добиться только силы. Воспитывайте чеченцев, вы все правильно делаете. Нет, вы ошибаетесь. Ну, некоторые, может, конечно, не понимают то, что я пытаюсь донести, но у нас на самом деле на генном уровне это заложено. Мы законники. Нам так подменили понятие, что мы уже перестали считать себя законниками. Вы не представляете, кавказцы в общем, и даже вот из кавказцев я, может быть, много на себя возьму, но скажу, что чеченцы более вот к этому закону мы прислушиваемся. Я просто не знаю по других так сильно, но я знаю, что мы так очень сильно соблюдаем закон. Закон, он у нас не писан, так как мы находимся в оккупации, это понятно. Но при всем при этом мы соблюдаем. Их можно называть по-разному, традиции, там это, то есть, но это наши законы. Законы, за которые неминуемо следует наказание, вплоть до убийства, да, вплоть до убийства за убийство, да, там другие такие, и все сложные моменты, которые регулируются нашими законами, которые основываются на общечеловеческих принципах в первую очередь, и на шариате, на шариатском праве, которое у нас неотъемлемая часть нашего быта, нашей культуры. И без этого мы не являемся чеченцами, которым мы являемся в этом полном смысле этого слова. И мы очень соблюдаем закон на самом деле. Просто когда мы оказываемся тут, в России, мы считаем, что обращаться в полицию, в российскую полицию, это западло. Да? Это легко этого объяснить. Это оккупационная власть, это враг.
И даже если ты смирился с этой участью, что ты оказался в этом рабском положении, то есть ты не отдал жизнь за это, чтобы не жить в этом, готов ты, ну, у тебя вопрос стоит, умереть за это или сохраниться. Вот ты посчитал, что нужно сохраниться. Есть такие вещи, когда тебе нужно сохранить свою жизнь. И мы придерживаемся. Мы не нарушаем за свои законы, которые мы считаем нашими законами. Мы уважаем эти законы, мы соблюдаем их и своих подрастающих этому обучаем. Это правда. Но когда мы сюда приезжаем, в Европу, мы тут, я по молодежи замечаю, и в этом отчасти вы правы, мы считаем, что эта полиция, это та же полиция, которая там в России. И вот я веду разъяснительную работу именно с молодежью в этом плане, что нет, эта полиция, это не враг, это наш друг. Мы не считаем этих людей. Мы подписали договор, мы сами своими ногами сюда пришли. Мы заплатили денег, чтобы сюда добраться. Мы продали все последнее, чтобы здесь оказаться. И вот здесь оказавшийся подписал договор, который ни один уважаемый человек, уважающий себя человек не должен нарушать. Если ему доверили, да, ему в чужую страну приняли, обеспечили необходимые условия для жизни, образование детей, медицину, ну, все, что необходимо человеку дали. И мы подписали договор, что вот мы будем соблюдать. Мы должны соблюдать этот закон. И у нас возникает такая ситуация, ну как в России себя надо вести. Ни в коем случае. Полиция это наш друг, это наш союзник. Государство, которое приняло, мы этому государству обязаны так же, как мы обязаны были бы своему государству. И если мы не уважаем эту страну, в которой мы находимся, это первый сигнал того, что когда мы построим свое, освободим свое построенное уже государство, то мы точно, люди также себя начнут там вести. Где-то пытаться обойти закон, где-то как-то нет. Нет, уважаемые. Закон должен быть един. И это не значит, что если Россия нас сегодня угнетает, а мы как бы плохо к этому настроены, плохо к этому относимся, то вот мы сейчас возьмем и как только освободимся, мы вот все, что хотим, будем делать. Нет, это далеко не так. И я, который сейчас отстаиваю права чеченцев, я буду первый, кто будет говорить, собор дел, господа, мы должны соблюдать закон, потому что беззаконники это самое худшее, что может быть с нашей страной. И нас к этому подталкивают, и мы к этому, мы это проходили после первой русско-чеченской войны. Мы в какой-то степени и сами способствуем, и это надо признавать, хотим мы этого или нет. Если мы не признаем свои ошибки, мы дальше двигаться не сможем. Да, мы признаем, мы совершали ошибки, преступления, очень фатальные даже ошибки мы совершали. Но мы должны учиться и развиваться. Так что вот такие вот дела. Соблюдайте закон, и все будет хорошо. Так, когда грохнут Морайс Шаманова, пора создать свой Моссад, преследовать... Куда пропал? Куда пропал? Герман Крассер, когда грохнут Морайс Шаманова, это пора создать свой Моссад, преследовать, уничтожать военных преступников. Ну, как тебе сказать? Во-первых, для того, чтобы создать и кого-то уничтожать, у нас должна быть юридическая база. Мы не можем просто вот собраться и начать уничтожать. Находясь в юрисдикции, опять же, возвращаясь, соблюдая законы европейской страны, которая нас приняла, или любой другой турецкой страны, или любой другой там страны, которая нас приняла, мы должны соблюдать закон. Мы не можем создать. Мы можем создать, Израиль создал Моссад уже на своей территории, в своей юрисдикции. Только в таком случае мы можем создать. То, что мы создадим, и то, что у нас есть потенциал, резерв и кадры, в этом они могут не сомневаться. У нас все это имеется. То, что мы создадим, это никаких проблем, так как кадры и опыт у нас имеется. Все у нас будет. Дарамула. Главное, каждый должен, находясь, делать то, что он может. Везде, всюду рассказывать про тот геноцид, который над нами сотворили. Везде писать об этом, везде делать видеоролики, распространять это.
Это просто необходимо. Сегодня каждый, находясь вот перед компьютером, закрыв это видео, вырезайте куски. Они вырезают что-то плохое про нас, говорят. Вырезайте, что вы посчитаете хорошим, и распространяйте это. Пишите комментарии, распространяйте о тех преступлениях, которые против нас совершены. Это очень-очень важно нам. Очень-очень. Если бы это было бы не так важно, то эти бы мерзавцы не устроили бы целые фабрики троллей, где они вот влияют на общественное мнение. Это очень важно. У нас нет возможности платить, но у нас есть правда и возможность отвечать тем же. А нас намного больше, чем их, понимаете? И когда мы каждый начнем не проходить мимо, что я там с ошибками напишу или как-то не так скажу, ничего подобного. Распространяйте, доносите, это делайте, и нас намного больше, честных, справедливых, нас намного больше. И мы увидим, что эти тролли, которым платят деньги, один день им не заплатят, они перестанут писать, и интернет вздохнет просто. Есть, конечно, полезные идиоты, которые подхватывают эту идею, и она дальше начинает развиваться. Но этому придет конец, рано или поздно. А мы должны вот вести свою антидеятельность, антипропагандистскую, антифашистскую, антирусистскую деятельность. Сенатора Аслан, я даю юридическое добро. Аллах с нами сказал, жги в ватников. Да. Так. Так, как найти? Так, это уже между собой общается. Так, антирашизм. Вот, давно, брат, тебя не видно. Антирашизм. Наши законы, основанные на справедливости, которые мы выстраивали веками, выступают против бесправия России. В Европе, где мы нашли поддержку и убежище, нет таких откровенных перекосов и ущемлений в права. Конечно, совершенно верно. Как только они будут, я вас уверяю, я буду один из первых, кто будет говорить об этих нарушениях. Я не позволю никому нарушать наши права. Если у меня есть такая возможность об этом не умолчать, я об этом буду говорить. Кто бы это ни был, мне абсолютно без разницы. И если это чеченцы будут эти нарушать права, и про чеченцев я тоже это скажу. У меня любимчиков нет. Только закон и ничего более. Так, лунный свет. А я думал, если бы такое случилось, то ФСО бы сказала, что это был двойник. Клянусь Аллахом, так и думал. Так, что, я это, наверное, что-то пропустил. Аслан, как ты думаешь, Тор говорит, когда повесят, наконец, этих ГБшных ублюдков? Клянусь, как они мне противны. Ну, я не знаю, что с ними будет вешать. Смертная казнь в России хоть и не отменена, есть в России мораторий на смертную казнь. Ну, такой так, дамоклов меч такой поднят, который можно в любой момент отменить, и я думаю, в скором времени они его отменят. Но все зависит от многих факторов. И повесят они их, нет, не знаю. Обычно они любят расстреливать в подвалах. Но вот я не знаю, как это будет. Но если ждать, то долго. Надо не ждать, а действовать. Надо распространять информацию. Сенатора, если похвалить фюрера, мне дадут немецкий паспорт. Ну, сенатора, во-первых, тебе не дадут немецкий паспорт, это 100%, ты получишь уголовную статью, это раз. А во-вторых, ну как ты можешь похвалить этого мерзавца ради паспорта? Ну, это то же самое, что похвалить Путина или там Сталина. Это не наш вариант. Так, Денис тестостерон. Мы везде по миру и по каким нам законам нам жить. По местным, где вы находитесь, и соблюдая свои. Это называется интеграция.
Так, как найти? Аслан, скажи, что единственный шанс пока, это чтобы Запад нам помог, других вариантов-то пока нет. Да, других вариантов нет, в принципе, мы находимся в другом положении. Я даже тут комментировать даже нечего. Как еще? Гуш Мадуш, он шадл картит. Игорь Микеладзе. Русские гордятся, что ими правят карлик, убийца и педофил, говорит Игорь Микеладзе. По большей части да. Да, но они его педофилом не называют, но то, что убийца он, это им нравится. Так, давайте 1,5 часа мы говорим. Я думаю, на этом можно закончить наш стрим. Всем большое спасибо. Спасибо, что поддерживаете. Не забывайте, распространяйте информацию как можно больше, шире. Привлекайте внимание к нашей проблеме. Россия должна быть реорганизована. Тюрьма народов должна быть уничтожена. Последняя империя должна быть разрушена. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. До свидания.